Вярдлова, то бок у мяне незалежны аналітык Сергей Чалы. Прывітанне, Сергей. Добрый день. Мы з Сергеем мінулы раз, калі сустракаліся ў гэтай студыі, гралі ў такую гульню. Я быў песімістам, Сергей быў аптымістам. Гэта было больш за месяц таму, наколькі я памятаю. Гэта было амаль адразу пасля жорсткага падаўлення жнівеньскіх паслявыбарчых пратэстаў. Песімістам было тады быць вельмі проста, а цяпер, як мне здаецца, яшчэ прасцей. Яшчэ прасцей, канешне, таму што пратэст зліваецца, таму што каардынацыйная рада фактычна знішчаная, таму што эканоміка ўсё не абвальваецца і не абвальваецца, таму што забастоўка фактычна захлынулася. Я ўжо не ведаю нават, якая стратэгія беларускіх пратэстоўцаў за гэтыя 2 месяцы не правалілася, Сергей. Ну, та, которая и была. Это демонстрация того, что как бы людей много, и власть ничего с ними сделать не может, несмотря на все попытки сказать о том, что там сейчас власть будет властью, сейчас там у нас там порядок наведем, теперь уже горизонт временной, насколько я понял, дважды откладывался, и сейчас это до конца года, значит, мы порядок наведем и так далее. У Путина пришлось рассказывать о том, что это чуть ли не сам Лукашенко, значит, там очерчивает красные линии, за которые не надо заходить, и люди могут спокойно гулять и так далее. То есть, в общем, как бы можно смотреть со стороны протестующих, типа ничего не добились, а можно смотреть со стороны власти, она ничего с этим сделать не может. Вот с тем, что вроде бы ничего не добилась. Вот. Але ўсё ж таки мне здаецца, што я, канешне, тут як песіміст і нават паўтару крыху словы Міністэрства ўнутраных спраў, але людзей выходзіць менш і менш, і асабліва гэта бачна па рэгіёнам. Ну, я за регионы не могу отвечать, наверное, все-таки. И, опять же, плюс это, видишь, что уже все на самом деле зависит от возможностей и желания силовиков. То есть как бы их, во-первых, ресурсы же тоже не беспредельны, да, то есть как бы мы же это четко видим, что усилия, которые они прилагают для того, чтобы там сделать вид, что там на какой-то период они берут ситуацию под контроль, да, стоит им того, что потом, значит, происходит на наступную раніцу, умоўна кажучы, няма каму увогуле там патруляваць вуліцы. Да, и, соответственно, как бы что называется, стрелочка перевеса, чья улица, да, она снова качается в другую сторону. То есть, ну, это разовые такие вещи, когда действительно там люди понимают, что, ну, да, сейчас небезопасно. Потом наступает период, когда становится понятно, ну, а сейчас вот мы нашли способ, значит, как сделать так, что задержанных становится меньше по отношению к количеству протестующих. Я где-то в одном из чатов Телеграма видел такой интересный термин, что KPI успешности как бы вот этих массовых акций – это соотношение вышедших к количеству задержанных. Угу. Ну, я так скажу, што якраз па рэгіёнах гэта суадносіны вельмі дрэнныя. Ну, это калі верыць міліцэйскай статыстыцы. Ну, если по колькасці тых, хто выйшаў. Если верить милицейской статистике, то у нас задерживают чуть ли не больше, чем выходит людей. У Лідзе, да. Калі верыць міліцэйскай статыстыцы, выйшла 50 чалавека, затрымалі 41. Ну, вот я про это и говорю. То бок, да, ну, реально, всіх. Да, да. І вось гэты жарт, да, да апошніх навінаў у Беларусі затрымалі усіх грамадзян. Да. Да? Ну, я видел и обратную сторону, что видел плакат «В Беларуси вышел весь народ». Вышел у яким сенсе? В обоих. Ага. Ну, то есть, мы же помним, что была идея заменять протестующих, там, бастующих и так далее, и так далее. И театр там мы заменим, и телевидение мы заменим. Ну, и вообще народ, наверное, тоже заменим, как бы. Сябры, нам ужо пішуць каментары, мы ў жывым эфіры, паўтару гэта, і можна задаваць пытанні, я іх перанакірую Сергею, я іх усе бачу. Першы каментар быў, наконец Сергея пригласили. Ага, ну да. Ну, люди, вы чакаеце, і мы робім. Да, и я, на самом деле, соскучился по беседе, а не монологу. Сергей, дзякуй вялікі за аналітыку па Беларусі, заўжды абнадзейвае і дадае оптимизму, веры можем, переможем. И вот важный комментарий. В регионах силовиков мало, но они устраивают жесть, чтобы отбить у людей желание выходить и не дать собраться. А в Минске людей выходит много, и их не рискуют задерживать. Что в этой ситуации? Калі вось регионы все ж таки захлынутся, калі региональные силовики, а я абсолютно згодны з гэтым на 100%, там
и перцовка, Мгм, и да, я видел, стрэлу видел, паветра, и это вот оса, да, светлошумовая. Вось, калі рэгіёны все ж таки будуць запужаныя і захлынуцца, Мінск выцягне гэтыя пратэсты? Ну, во-первых, я не верю, что протесты закончатся. Да, еще раз говорю, я все-таки опять, ну, то есть я согласен с той точкой зрения, что именно от недостатка ресурсов приходится прибегать к избыточному насилию. Другое дело, что и оно, на самом деле, ведь нужно же, опять же, то есть мы смотрим с одной стороны, да, а анализировать эти события нужно с обоих сторон. То есть мы же знаем, ну, вот если брать совсем уже сильный пример, да, то есть события 9-11 числа, когда, значит, отпечаток, скажем, неизгладимый, вот эта вот эскалация насилия наложила не только на мирных людей, но и самих силовиков тоже. Мы это же четко знаем по множеством свидетельств, да, там, прямых и косвенных. Ну, в принципе, вчера вышел фильм. Я в том числе это имею в виду. Про Да, людей, которые публично устные приказы и все остальное. Да. То есть тут нужно иметь в виду, что делаются такие вещи, то есть не надо воспринимать это демонстрацией силы, это делается от недостатка ресурсов. Вот. И опять же, еще раз говорю, что и психологические, и физические силы, включая там усталость и эмоциональную, и физическую, она никуда не девается. И как раз именно это является сейчас сильным расходным ресурсом с той стороны. И на самом деле те мероприятия, которые проходят по выходным, это ресурсные мероприятия для поддержки, в том числе боевого духа, да, как бы, нас много. То есть у меня вот есть такая мысль, да, я ее уже, по-моему, где-то высказывал. Речь идет о том, что фрейминг вот этих массовых мероприятий, как акций протеста, он неверен. Да, то есть нельзя использовать концепты, которые применяются для вот акций протеста отдельными какими-то группами интересов на Западе. То есть там вот, ну, я не знаю, там условно... Желтые жилеты. Или тот же БЛМ, да, как Белый. в Америке. Значит, там же смысл в чем? Что вот есть меньшинство, которое хочет привлечь внимание остального безразличного большинства к своим проблемам, которых нет у другого вот этого большинства, да, то есть, соответственно, вопрос привлечения внимания является главным. Именно поэтому, как многие там политологи, аналитики говорят, насильственные протесты в виде там разрушения частной собственности, да, там перевороченные или там сожженные автомобили, разбитые витрины, разграбленные магазины, что тут все в таком духе, это фактор привлечения внимания обывателя. У нас же совершенно обратная ситуация. У нас нет меньшинства, которое хочет кому-то рассказать о своих специфических проблемах. Да? Вот, то есть у нас происходит демонстрация, манифестация силы, а не там, требования каких-то, значит... То есть это состояние, которое... То есть, как сказать, это мероприятие, которое нужно всем, понимаешь? Это такой синергетический эффект, когда там, за час до собственно объявленной даты, все, там никто не выйдет, протестанты, потом такие читаешь там в Фейсбуке, да, блин, как, непонятно, откуда, просто, блин, из воздуха материализуется огромное количество людей на улицах. Мне таксама абсолютно такое ж адчуванне, але сілавікі яны, ну, тут нельга іх недаацэньваць, яны таксама мяняюць стратэгіі супраціву, ну, дакладней тактыку, да, тактыку. Яны цяпер пачынаюць перахопліваць людзей на падыходах, гэта вялікія калоны, якія ідуць з уручай і так далей, да, то бок, ну да, попытки не дать собраться были, но тем не менее мы же увидели, что ничего не вышло. Ну да, і тым больш цудоўны, да, тым больш магічны гэты момант, калі раптам побач са стэлай. Ну, я, во-первых, не перакрыты. Уверен, что это и есть, наконец, на полную мощь начал действовать вот этот вот коллективный разум, да, горизонтальные связи, самоорганизация на уровне локальных общин, вот дворовых, раённых і так далее. Цікавая думка. А мне здаецца, што пратэстоўцы, якія выходзяць, яны дагэтуль самі не вераць у тое, што іх большасць. Ну, калі шчыра.
прынамсі яны так себе паводзяць. Нет, ну, разумеется, выходящих на улицу будет всегда меньше, чем не выходящих. Але тых, хто выходзіць за вуліцы за Лукашэнку, іх таксама не шмат. Так вообще нет. Я, дарэчы, чуў гэта. Ну, бездельник вообще нет никого. Ну, без аўтобусаў хаця б, да, якімі давязіце нас, калі ласка, да мітынга. А я, дарэчы, чуў на іх мітынгах такія, ну, паглядзіце, іх жа выходзіць пару тысяч, а я кажу, а вас колькі тут? Ой, ну, нас тоже пару тысяч. Ну, так, типа, што? Ну, да. Да? Вось, але у іх у галавах ёсць гэтая думка. Нас тут пару тысяч, але мы большасць. А вот у того боку, да? Ну, у боку Тихановского, можно его так назвать. Тут, смотри, тут сразу несколько моментов, про которые надо отметить, да. Значит, первое, что абсолютно точно нужно заметить, и я об этом уже многократно говорил, значит, их может быть много. Вопрос даже не в большинстве, а в том, что это не мобилизуемые группы. То есть они не имеют общих целей и интересов. Ну, лозунг там «за батьку», он как-то не очень здесь годится. Да? Завезенные, импортованные из России. Ну да, фактично. Вот, раз. Еще раз, базы создать они не могут, понимаешь? Это очень важный социологический феномен. То есть это какие-то узкие демографические там, не знаю, какие-то региональные там какие-то особенности и так далее, но смысл в том, что они не образуют группу, которая могла бы мобилизоваться ради какого-то коллективного действия. Именно поэтому, кроме иначе как искусственного, значит, их гальванизирования, да, как, ну, помнишь же, да, опыт Гальвани, когда к лягушке мертвой подключали электроды. Да, вот без этого гальванизирования ничего не живет. Напротив, с обратной стороны все работает само. То есть это чрезвычайно важный нюанс, и это не вопрос большинства или чего-то еще, потому что это вопрос, на самом деле, обладаешь ли ты свойством субъектности. Так вот, они нет, а эти люди да. Второе, значит, здесь, как сказать, какой еще момент важен, что нужно все время, еще раз говорю, каждый раз нужно попытаться думать еще и за соперника. Знаешь, это примерно как вот хороший аналитик пытается играть в шахматах за себя и за другого игрока. То есть нужно понимать, в какой позиции оказались люди, которые традиционно были за Лукашенко. То есть далеко же не все они в подавляющем большинстве являются идейными его сторонниками, да, там, ну, потому что очень сложно отрицать реальность, которую ты видишь своими глазами. Ты же видишь количество людей, да, ты же видишь факты там, избиений, которые там ужаснули всю страну 12 числа после появления интернета и так далее, и так далее. То есть... Но у некоторых отрымливается. Так вот я к чему хочу сказать, что они оказались в тяжелом положении, в том смысле, что как сказать, поменять точку зрения под лавиной фактов, которые начинают ставить под угрозу их структуру взглядов и убеждений, довольно целостную. Другое дело, что к реальности это имеет довольно малое отношение. То есть это такое легендированное сознание, конспирологическое, в котором... Почему люди выходят? Потому что им платят, потому что кукловоды, потому что там, значит, ресурсный хаб, там какой-то еще хаб, Америка все видит со спутника, там облучает и все, что хочешь. И глубинное правительство, как мы знаем, работает, значит, во всех странах. Так вот, фокус в чем? Что многие из них, может быть, и готовы были бы наедине признать, что они неправы, но это очень тяжело сделать. То есть фактически это означает, что человеку нужно перед лицом других признаться, что его дурачили столько годов. Так много лет. Это очень тяжело. То есть они сейчас находятся в ситуации, от чего же, собственно, эта агрессия происходит. Это самая последняя вот такая стадия когнитивного диссонанса, когда твои взгляды и убеждения начинают входить в серьезное непреодолимое противоречие с реальным миром. И вот эта вот агрессия, вот это вытеснение, которое происходит, это нужно понимать, это защитная реакция. Это делается, опять же, не из силы, это делается из позиции слабости. Мне здаецца, што гэтым людзям, вось якія зараз перажываюць гэты пераломны момант, вельмі неабходна нешта прапанаваць. То бок нейкі кампраміс, які дазволіць ім з аднаго боку прыняць новую для іх рэчаіснасць, і з іншага боку застацца ў міры с самим собой. Ну, что может быть таким? Нет, смотри, то есть я на самом деле об этом много думал, много недель на самом деле думал.
То есть понятно, что диалог площадной, он невозможен, ты сам это на своем опыте на стримах как бы прошел. Да? Кому, как не тебе знать, какого уровня аргументы присутствуют с обоих сторон. Часам нават две колонны сустракаются, да, и вот так вот проходит одна побач с одной. Ну да, совершенно верно. Так вот, фокус в том, что, еще раз говорю, что нужно просто понимать, что в большинстве случаев это не враги, да, это одураченные люди, которым просто внутри стыдно, но еще более стыдно, что им стыдно, что они одурачены. Понимаешь, это во многом сродни вот... Тут нужна серьезная профессиональная психологическая помощь, а не просто вот эта вот стигматизация, ай, вы там, значит... ни черта не понимаете, вы дураки. Там... Престолов, покайся. Да, shame, вот этого, да. Так вот, это, по сути, сродни, я не знаю, там, как, знаешь, психологическая работа избавления от зависимости. Ведь это же тоже в определенном смысле... В масштабах целой страны. Психотерапия в масштабах... На самом деле не всей страны, а, как сказать, не очень большой ее части, но это все равно все наши люди, понимаешь? То есть речь идет о чем, что как бы ведь во многом же электорат Лукашенко это были люди, которые наделяли его какими-то магическими качествами и с себя сбрасывали ответственность. Он же там, значит, не думай с нами Бог, он все за нас решит, да, как пел Высоцкий. То есть и сейчас только вот то, что происходит на практике, вот эти горизонтальные связи, это, наконец, способность брать ответственность и свою судьбу в собственные руки. То есть вот момент, да, избавления от зависимости. Когда у человека говорит, когда он осознает, например, что он, скажем, курение – это вред, но при этом не может это бросить и сам понимает, что он слаб. Да. Возможно, это даже борьба, там, я не знаю, вот у меня такая была еще аналогия, конечно, там, возвращать человека из лап там, тоталитарной секты. Лукашенко как шкодная звычка. Немагчыма кинуть. Вторая метафора – это вот тоталитарная секта, когда, бывает же такое, когда люди, значит, из-за вот этого ощущения, то духовно, не физиологично. Там же точно так же работает промывание мозгов, там точно так же существует повышение самооценки из-за принадлежности к какой-то группе, предположительно обладающей каким-то сакральным знанием там, и так далее. Что делал Лукашенко всегда? Он же говорил, я вам, как много еще чего расскажу. То есть предполагалось, что он вот такой вот, значит, магический такой, значит, шаман, который вот потом, если надо, расскажет, но может и не расскажет, он все равно это знает, а мы типа вот следуем за ним, потому что он этим знанием обладает. Сейчас становится понятно, что и у него большие проблемы с когнитивным диссонансом. Так вот я к тому, что вот такая работа сейчас действительно была бы очень, очень важна. То есть нужно понимать, что годы вот такой вот авторитарной власти, они бесследно не проходят, они оставляют рубцы на вот коллективном теле и коллективном сознании, и физически, и эмоционально, и духовно, и потом это все очень долго придется замазывать. Сябры, каля 3000 чалавек зараз глядзіць наш жывы эфір на розных платформах у сацыяльных сетках. Это и Facebook, это и YouTube, это нават і аднакласнікі. Нагадваю, што можна задаваць пытанні Сергею, нават мне можна задаваць пытанні. Ідуць каментары, я іх усе бачу, да іх усё яшчэ дойдзе. Вось, але можаце зараз раскідаць гэтую спасылку па чатах, каб нас было 6000, а не 3000. Ну, і так немало, так? Слушай, для лайва. Тое, што я хацеў запытацца і ўсё ж такі адклаў гэтае пытанне на потым. Хто ў гэтым супрацьстаянні мае больш перспектыў? Самаарганізаваная па гарызантальным чыне вось гэтая пратэсная, скажем, маса нейкая, да? Не хочу называць гэта натоўпам, да, але ці жорстка адміністрацыйна рэгламентаваная ідэалагічная вертыкаль, якая можа падцягнуць, уліць нейкі бюджэт, да, у свае пратэсты у падтрымку, да, і гэтак далей. То бок сутыкненне двух абсолютно розных, як гэта як рынок и административно-командная экономика. Я бы сказал, что скорее здесь работает такое, знаешь, что называется, перформативное искусство с двух сторон. Потому что ведь что сейчас делают? Пишешь, вот смотри, вот заметь, ты сам посмотри, как ты говорил только о силовиках. Силовики то, силовики сё, силовики, они не являются каким-то отдельным субъектом, понимаешь? Это то, что Лукашенко говорит, служивый люд. Они исполняют
напрямую приказы, либо письменно, либо устные, либо интерпретируют так, желание все равно в их представлении суверена, да, в данном случае автократа, ну и так далее. То есть, поэтому, еще раз говорю, важнее даже то, что и происходит оттуда. А оттуда происходит, вот у нас происходит перформанс, который всему миру демонстрирует совершенно чудеса вот этой самоорганизации, да, ну и там же происходит перформанс. Перформанс на уровне, знаешь, там совершенно первобытных практик практической магии. То есть вот я не могу справиться, значит, с этими протестами, да, но я буду делать вид, что все в порядке. Да, я потерял легитимность, да, там в глазах, там, слово, кстати, легитимность, да, и даже, кстати, понятие суверенитета, которое вытекает из этого же средневекового термина, оно же всегда двойное. Это и возможность контроля над собственной территорией, то есть желание внутри подчиняться, но это еще и внешнее признание. То есть это всегда две стороны одной медали. Так вот, обе этих части сейчас потеряны. И вместо этого происходит реально перформативное искусство. Да? То есть как первобытный человек рисовал на стене пещеры мамонта и стучал в него копьем, думая, что тем самым он повлияет на будущую свою охоту, точно так же, как бы у всех инаугурация, и у меня инаугурация. Вот оно, все. Карта бита, заиграна, в отбой. Лукашенко, что вы теперь сделаете? Пиша на стене Палаца Незалежности слово «легитимность». Ну, то есть вот это примерно то же самое и происходит. И как бы... Бок, прабач, пераб'ю. Сэнс у тым, хто лепш умее ў перформанс у дадзеным выпадку. Нават не ў тым, у каго больш нейкіх рэсурсаў, відавочных, людзей, грошей и так далее. Так вот как раз-таки, смотри, важным фактором того, чтобы понять, на чьей стороне находится сила, важным критерием является способность к творчеству. Вот тогда это и есть нечто настоящее, оригинальное. Что мы видим с той стороны? Мы видим только способ отзеркаливания и обезьянничания. Вы показали, что вы можете создать толпу. Ну, мы сейчас тоже свезем. Ну, мы, конечно, вас обвиним в том, что вы свозили и устраивали карусели. Помните же, началось с чего? С вот этого искусственного пикета на Данномоле, да? Это такая просто правда, да. Это уже даже не не постправда. Постправда – это когда никто не знает, в чем правда. А здесь совсем другое. Это отрицание того, что всеми уже давно многократно опровергнуто. Это немножко другой термин. Я уже как-то говорил. Постправда – это вытекает из выражения, что когда никто не знает, в чем истина, любое высказывание не ложь. Угу. Здесь немножко другое. Здесь нет этой проклятой неопределенности. Згодно. Особенно на внешнем секторе мы теперь это тоже видим. О чем сейчас говорят международные эксперты, и включая там Европарламент, включая президентов? Мы не считаем эти выборы неопределенными. Мы считаем, исход их очевиден. Лукашенко проиграл их, говорят они. То есть вот о чем речь. Так вот я к тому, что важнейшим критерием того, на чьей стороне правда и сила, является вот эта вот способность творить опять же, из этого вот out of scenario. Откуда взялись люди? Из воздуха материализовались. Откуда это произошло? Из воздуха. Откуда идеи для плакатов? Понимаешь? То есть вот это творение из ничего, кстати, это и есть концепт подобия человека Богу, именно способность к творчеству. А с другой стороны, почему зло в христианстве не обладает онтологической существованием? Это же не дуальное противостояние там, добра и зла. Онтология есть только у добра. Зло – это отпавшее от добра, да, у них нет собственного источника. Абсолютное добро. И, соответственно, поэтому все, что они могут, это только карикатурно обезьяничать ритуалы и практики, которые есть со стороны добра. Так вот, ровно это мы сейчас наблюдаем с той стороны. Ну і што зачапіла асабіста мяне, гэта тое, што карэспандэнты беларускага тэлебачання пачалі хадзіць на мітынгі пратэстныя, размаўляць з іх удзельнікамі, шукаць таксама там людзей крыху неадэкватных і паказваць гэта ўсё. Ну, потому что им нужно так поддерживать. Же, я рабіў месяц таму на мітынгах. Ну, там тебе искать не пришлось, они тебя сами нашли. Ну, па-першае, так, па-другое, все ж таки трэба разумець, што запіс, яны БТ зараз все ж таки працуе ў запісе. Я працаваў у жывым эфіры. Так вот, БТ зробіць тое самае. Так вот тебе и разница, понимаешь? Да. Вот тебе и разница. Ну, у запісу можна натуральна намантаваць фрыкаў просто шчыльна. Да, совершенно верно. Зрабіць уражанне.
Ёсць пытанне. Кстати, я бы даже не боялся использовать термин, да, толпа, вот этот crowd, потому что есть просто давным-давно известный феномен, я уже где-то цитировал, известная книжка Джеймса Суровьевского, она называется «Wisdom of a crowd», «Мудрость толпы», он как раз и говорит о том, как при определенных условиях решения, которые принимаются коллективно, толпой, да, значит, они оказываются лучше, чем решение любого эксперта, который в эту толпу входит. Я вось на апошнім пратэсным маршы звярнуў увагу на плакат, на якім было написано «Структуры не выходят на улицу». Это же С французской революции. Да, молодежная революция 68 года, да. Постструктурализм, да, совершенно верно. Так само про то, что не нейкая структура робіць рэвалюцыю, а менавіта хаатычны порыв. Да, совершенно верно. Ну, понимаешь, у нас же ведь никаких этих протестов не было. Мы же даже особо перестройку не успели пережить, которая в какой-то степени была в Советском Союзе превращенной формой вот этой вот молодежной революции. Да? То есть мы завершаем сейчас процесс. Мы завершаем процесс этногенеза, например, это очевидно совершенно. Да? То есть, наконец, люди из атомизированных индивидов, которым их делал советский режим, это же миф о том, что Советский Союз – это коллективизм. Это на самом деле разрозненные люди. И вот сейчас, наконец, эти горизонтальные связи восстанавливаются. То есть у нас происходит становление и социологии, да, и политологии с нуля фактически. Сегодня я прочитал думку про то, что у гэтыя тыдні беларусы завяршаюць разбурэнне БССР. Нарэшце. Ну, про БС... Да, наверное, да. Такое ментальное. Да, наверное. Потому что нужно... То есть я бы сказал, скорее вот как. То есть нужно, знаешь, с точки зрения вечности, да, subspecies eternitatis, с точки зрения длинных исторических трендов, что был период Лукашенко? Это же был период реакций в ответ на слишком быстрые социальные изменения, и поэтому мы так надолго, значит, отстали. То есть то, что сейчас происходит, это ускоренный возврат на магистральную дорогу. То есть нужно очень четко понимать, что никакого особого уникального пути, про который Лукашенко говорил, не было. Я об этом рассказывал, ты должен, наверное, еще помнить, эту мысль я проводил еще в «Экономике на пальцах», о том, что в действительности все вопросы, которые стоят сейчас перед страной, это вопросы 90-х годов. Приватизация, какая будет пенсионная система, это только в экономике, то же самое и везде. Это вопросы 90-х годов, что говорит о том, что в действительности никакого особого пути не было. Был отказ от пути. Не было никакого особого ответа на настоящие вопросы. Был отказ от решения этих вопросов, которые стояли. Вот что это такое. Это была эпоха реакции и безвременья. Ну, по идеологичной сфере это бачно. Абсолютно четко, абсолютно. В Беларуси идеология – Великая Отчинная война. Все. Да, первый Беларусь произошел от партизана и партизанки. Плюс незалежность, якая нам неким чином досталась. Сама свалилась, как манна небесная. Бог, да? Забеспечил. Вельмі крутое пытанне знайшоў. Казалі вы, Сергей, про тое, што лік ідзе на тыдні. Ціхановская зараз ужо кажа, што лік можа пайсці на гады. Была яе фраза про тое, што пратэсты ў Беларусі працягнуцца столькі, колькі спатрэбіцца, нават калі гэта будуць гады. Ці не перагледзелі вы свой прогноз? Нет. Значит, речь идет о чем? Она говорит о ресурсах с одной стороны. А опять же, я снова возвращаюсь, уже который раз повторяю, нужно смотреть и партию с той стороны. То есть, еще раз, все мероприятия, которые проходят у нас, чем дольше эти акции, я снова буду пользоваться правильным термином, это не акции протеста, это манифестации. Мы манифестируем новую конструкт, понимаешь? Да. Это демонстрация, это манифестация в первичном смысле этого слова. Так вот, эти акции ресурсные, они увеличивают, они работают на поддержку. Они не требуют, понимаешь, они рождают. С той стороны, значит, сопротивление и попытка что-то противопоставить, вот это точно совершенно вещи, которые расходуют ресурсы. И там их мы видим, становится все меньше. Ну, то есть этому есть огромное количество. То есть, еще раз, ее точка зрения не противоречит моей. Она, наоборот, туда включена. Она говорит о том, что в ситуации, когда, то есть в войне на истощение, мы все равно, говорит, она победим. И это, на самом деле, понимают и с той стороны.
Такое пытанне яшчэ адно ад публікі. А што радыкалізуе пратэст? Ну, не падабаецца Сергею слова пратэст, што дасць нейкі штуршок, не ведаю, уплыў гэтым маніфестацыям и паскорыць падзенне рэжыма. Ну, во-первых, я, значит, сразу не согласен с посылом, из которого этот вопрос вытекает. Потому что в этом вопросе заложен ответ, суть которого, значит, без радикализации победа невозможна. Или там быстро невозможно. Значит, я готов утверждать, я сторонник абсолютно противоположной точки зрения. Я считаю, что власть как раз подготовилась годами своего существования, всей вот выстраивания этой репрессивной машины, идеологически и так далее. Почему она постоянно выискивает попытки рассказать: нет, это же протест не мирный. Вон сама Нина Богинская заталкивает человека в автозак. Ну, это известная история с фейком, который перепостила ТН и так далее. Они готовы к этому, они знают, как этим справляться. Они, изучая те самые методички, про которые они сейчас говорят, причем, заметь, говорят только они, потому что они их изучали. Не люди, которые сейчас на площадях. Они изучали, как противостоять. Они знают, как справляться с организованной, управляемой и вооруженной толпой. Вместо этого они видят женщин с цветами, у них происходит разрыв шаблона. Але с женщинами они змагаются ровно тем же чином. Теперь уже. Потому что по-иншему, в принципе... Теперь уже. Ну, я еще раз, пожалуйста... еще раз, пожалуйста, подумай о чем? О том, что я говорил. Всегда нужно смотреть с обоих сторон. Да, то есть, как Кеннеди говорил, да, дайте мне однорукого, значит, эксперта, да, on one hand, on other hand. Так вот, на самом деле, нужно смотреть с другой стороны. Я уверен абсолютно, что переход вот этой грани до этого, так, а с девчонками что делать? Нет, будем жестить так же со всеми. Это тоже накладывает отпечаток на психику тех, кто находится с той стороны. Понимаешь? То есть, грубо говоря, там и так происходит диффузия людей, кто хочет в этом участвовать, кто нет. То есть, тем, кому это доставляет удовольствие, они, конечно, останутся. У всех остальных это деморализует не меньше, чем что бы то ни было. Понимаешь? Это, вот так это работает. Смысл заключается в том, что сила ненасильственного протеста, который был, он работает, потому что есть самый главный фактор, которого у нас больше, которого нас хотят лишить. Это моральное превосходство. Ну, это даже не количественное превосходство. Пункт гледжання Сергея подтверждается, по-перше, тым, что вось МУС недавно распаўсюдзіў такі ролик про протесты ў нядзелю. І там абсолютно ясно, что протесты проходили мирно до того, ніякай мітусні, ніякай панікі, беганіны, нічого, до того, як не з'явіліся на іх сілавікі. Да, совершенно верно. В гэты момант, як кажуць... Тут же начинается насилие. Вось і другое, што я заўважыў, гэта тое, што вось гэтыя людзі ў форме, яны пачынаюць з пратэстоўцамі рэальна размаўляць. Калі раней яны проста стаялі і слухалі, так цяпер вельмі часта яны пачынаюць на рэплікі рэагаваць. Няхай яны па-ранейшаму рэагуюць у духу все ж таки вам заплатили, там, да, и так далее, и так далее. Но сомнение в этой картине мира начинает давать, эта картина мира начинает давать трещины. Все ж таки хочется поговорить. Ну, как ты говорил в разговоре со мной, да, окей, нам заплатили, вы уже за это время задержали 13 тысяч человек. Хоть один факт платы вы нашли? Ну, кроме вот этого... Все доказы, да? Не. Ну, был зэк, который учора откинулся, да, які распавядае, дарэчы, по гэтым кейсе сядзіць даволі паважаны чалавек, выпускнік Сарбоны, наколькі я ведаю, які быццам бы заплаціў 60 рублёў человеку, які толькі учора откинулся за удзел у протестах. Ну, то есть, 30 рублей. Вот о чем, да, вот о чем речь. То есть, их картина мира начинает давать трещины по мере вот постоянного соприкосновения с реальностью. Еще раз говорю, их учили, им показывали толпы, там, не знаю, там, того же Майдана, там, значит, каких-то там арабской весны там, и прочего. Вместо этого они видят совершенно там святых людей, да, мимо себя. Не вельмі шмат часу у нас засталося, давай по пытаннях. Тое, што пратэсты перацеклі з цёплага лета і цёплай часткі верасня у даволі холодны ўжо амаль кастрычнік. На каго гэта больш грае, хто ад гэтага больш выйграе? Ну і ўвогуле тое, што не пратэст, маніфестацыі працягваюцца, да, гэта больш за Лукашэнку, на его корысть, ці все ж таки это на корысть? Ну, я уже отвечал фактически на этот вопрос. Ну, система выматывается, вопрос, она довольно вопрос, как сказать, ну, как тебе сказать?
Еще раз говорю, то есть, видишь, как... Опять же, мы же не анализировали еще и другие факторы, да, помимо внутренних еще же есть и внешние вещи. То есть, это так само есть. Да. Так вот, я просто к чему, что аргументы твои, видишь, все время сводятся только к одному. Лукашенко контролирует штыки. Лукашенко контролирует штыки. То есть, по факту это означает, что найти других аргументов, откуда, где источник силы, понимаешь, очень сложно. То есть... я, принамсі, не бачу. И я, честно говоря, тоже. Я бы даже сказал вот что, понимаешь, что откуда вообще возникла вот эта, как я подозреваю, вот идея этой потаенной инаугурации, то есть помимо вот этого мистического мышления. То есть Лукашенко находится сейчас под очень серьезным, это нужно понимать, прессом «сделай что-нибудь». Он же всю жизнь рассказывал, что он что-то умеет, что-то может. Окей, да, там, посадить в Бастилию, там, как он может, да. Как Ришелье говорил, нет такого народа, который я не мог бы посадить в Бастилию, да. И все, пожалуй. А что-то полезное сделать, да? Урожай собрать. Например. То есть, так вот фокус в чем? Что, все замерли в ожиданиях, да? Там Запад, несомненно, Россия в не меньшей степени, да? Да и свой народ. Чиновники, подожди, мы сейчас не про народ. Чиновники, которые формально на его, не перешли на сторону, скажем так, народа, да, остались там, вот в этой вот, значит, альтернативной реальности, где все в порядке, где он президент, где он там 80% получил, там, и инаугурация была настоящая. Солодухом и с остальными Да. Так вот, все же ждут, и как бы, то есть, еще раз, представь себя на его месте. Всем говорят, хорошо, как бы ты обещал навести порядок там в несколько недель. Где? Моцный крок, а всех уже посадили. Что-то ж должно, как бы произойти. Чем это может закончиться? Да, то есть для людей, которые ни на чьей стороне не находятся, но которым здесь жить и работать, да, у них же задача какая? То есть, в какую-то сторону решите вопрос. То есть, либо ты всех побьешь, победишь там и так далее, что сейчас, по-моему, крайне маловероятно, либо, уступай воле народа, да, но какая-то определенность должна наступить. Длительный, то есть, еще раз, это, в этом периоде ожидания я не представляю себе, как может жить страна, вот так вот сидеть, там, Александр Григорьевич, надо как-то решать вопрос, либо туда, либо сюда. А он вместо этого проводит какие-то символические вещи, которые не отвечают ни на что, а просто для людей, которые ожидают, выглядит как издевательство. Как русские, да, то есть они же поставили перед ним вопрос. Вот конституционная реформа, вот способ договариваться. Либо иначе мы там с Евросоюзом договоримся о твоей судьбе сами, потому что это типа наша сфера интересов, а ты наш сукин сын, как по выражению американцев, да, было про, диктаторов латиноамериканских. Вот. То есть, а он вместо этого... А я вот так. Так, трэба завяршацца, але ўсё ж такі каротка. Каардынацыйная рада, што з ёй зараз ці захоўваць людзям спадзевы, якія яны звязвалі з ёю, ці ўсё ж такі зараз, напрыклад, Святлана Ціхановская выходзіць на сцэну ў больш актыўным выглядзе. Мы бачым, што яна праводзіць адну сустрэчу іншай з кіраўнікамі. Мне здаецца, што Александр Лукашенко гэта найперш мусіць неяк злаваць такі тролінг на вышэйшым узроўні. Не Александр Лукашенко, а Светлана Ціхановская сустракаецца з Макроном, анансуе сустрэчу з Меркель. Когда ты сначала так, оскорбляешь, в таком тоне, с которым президенты не разговаривают. Одна з 3 овечек, нагадаю, да, на думку Александра Лукашенко. Так вот я к чему, что, значит... координационная рада. Я просто снова восстановлю логику, да. То есть нужно понимать, из чего исходить. Значит, во-первых, Координационный совет не является политическим субъектом. Сейчас есть попытки туда его подвинуть, причем первые попытки подвинуть его были как раз с той стороны. Попытку рассказать о том, что это инструмент захвата власти и всего остального. Почему он появился как не политический субъект, а как... кто-то, представляющий интересы Тихановской, потому что она оказалась за границей, а переговоры так или иначе, то есть разговаривать нужно, потому что силовое решение ни с той, ни с другой стороны, как мы видим, невозможно. Да? Значит, в ситуации это было как, в определенной степени, такое, что называется, полномочное представительство Тихановской, с которой можно вести разговор.
Ну, и оно разгромлено зараз, в принципе. Но, как сказать, появилась эта идея в момент, когда всем казалось, что Тихановская настолько связана заложником здесь, что она не может быть политическим субъектом сама. Мы видим, что постепенно она в него превращается, что, в общем, в определенной степени уменьшает необходимость существования Координационного совета, потому что она уже в глазах мирового сообщества начинает выглядеть как представитель, как они говорят сейчас, лидер белорусского народа. Мы воспринимаем ее в таком-то качестве. И даже Лукашенко ее назвал гуайдихой, что, в принципе, подтвердил мою версию относительно того, что происходит. Угу. То бок, у прынцыпе, тое, што атаясамлівала Координацыйная рада, цяпер атаясамлівае Светлана. В большей степени она уже сама, да. Так. На жаль, давядзецца далёка адматваць да пытання, таму што ў соцсетках разгарнулася дыскусія пра бел-чырвона-белы сцяг, які вісіць за нашымі спінамі, незарэгістраваная сімволіка. Так, ведаеце што? Я думаю, што я скончу на камплементарных пытанняў, якое задавальненне вас слухаць. Дзякуй. Ну, мне нравятся, наоборот, более такие... Ёсць у АМАПа зімовая форма. Я думаю, канешне, ёсць. І гэтак далей. Што ж, будзе крыху недасказанасць. 16:40 мы і так 5 хвілінаў перабралі. Сергей Чалы был в эфире Еврорадио. Да, спасибо за приглашение. На жаль, сёння мы з Сергеем дамовіліся, што размова пройдзе па маім сцэнары, але ніякага сцэнара, на жаль, не атрымалася. Ён разваліўся абсолютно на часткі. Да нет, почему же? Мне кажется, что общая тема-то была, на самом деле. Самыя цікавыя адказы, насамрэч, атрымаліся ў сярэдзіне. Пра тэрапію да, в межах народа, пра Лукашэнку як шкодную звычку і гэтак далей. Тым не менш, дзякуй, Сергей, за тое, што з'явіўся сёння ў студыі Еўрарадыё. Шмат вельмі прапановаў запрашаць цябе часцей, і я спадзяюся, так і атрымаецца. Да пабачэння. Спасибо, до Павел свидания. Свердловасаў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.